Добро пожаловать в нашу квартиру. Мы вообще в Алматы переехали в декабре 2022 года. Сначала жили в другом районе, в Алматы-Арена. Это такой, достаточно далеко мы жили. Там была квартира у нас такая уютненькая, светленькая. Там по цене аренды у нас было 250 тысяч тенге. А здесь мы, в общем, решили переехать поближе. Для нас эта локация прям удобная, потому что Жене удобно ехать до цеха, мне до форума и ребенку до садика. Вот. Выбирали, получается, из расположения, по площади, и по цене вышло 270 тысяч, чтобы входило в наш бюджет. И, как бы сказать, попроще здесь ремонт, чем в предыдущей квартире, но нам нравится. У нас есть своя отдельная спальня, и у Даяны это ее пространство. Даяна, подойди сюда. Мы сейчас собираемся в садик, будем делать волосы, заплетать косички. А так, когда мы переезжали из Якутска, это такое, решение было достаточно спонтанное. И, на самом деле, не так уж долго думали, быстро приняли и переехали. Сначала переехал мой муж, а потом мы с Даяной переехали в декабре. Даяна в Якутске ходила в якутскую группу в государственном садике, группа Туйгун, и она там учила якутский язык. Мы в семье, конечно, между собой чаще говорим по-русски, но Даяна, допустим, с собакой, то есть то есть с бабушкой, с дедушкой, она обычно говорит на якутском, там говорила ей, а сейчас это достаточно сложно. Девочка, конечно. А сейчас вот здесь ее, хорошо, может, я оговорилась, наверное. Садись рядом со мной. А сейчас здесь в чужой стране, в другой стране, еще, плюс в семье, меньше говорим на якутском. Очень сложно поддерживать этот якутский язык. И у нас бабушки с дедушкой отправили много книжек на якутском, чтобы я учила. И я хотела бы сказать, чтобы я прям занимаюсь с ребенком якутским языком, но прям у меня обычно нет ни сил, ни времени, и у меня немножко есть чувство вины из-за этого, то что немножко упускается этот момент. Но я в этом году вошла в организаторы мероприятия ИГЭХ Алматы, и каждую пятницу мы с Даяной ходим туда, и мне прям нравится то, что она там видит, как я общаюсь на якутском. У нее там подружки есть, Анна, да? Каждую пятницу, мы ходим. И, как говорится, будь примером для своего ребенка, поэтому я прям стараюсь подать такой пример. Обычно мы просыпаемся раньше наших детей, сами собираемся, и сейчас будем будить. Кого первый? Давай, Полину. Поля. В садик пора. Сам проснулся, да? Че, пойдем мыться быстро. Дети очень любят садик, ходят в один. Полина в среднюю и Петя в старшую группу. В этом году он выпускается. Оливия, кстати, пошла в садик в год и 3. Она каждое утро провожала старших и плакала, когда оставалась со мной. А потом, как мы закончили кормиться грудью, ей было год и 3, мы ее решили сразу отдать, и она в первый же день осталась на весь день. Да, Оливка? И по сей день она ходит с удовольствием, вообще не плачет. Да, Олива? Скажи «да». Олива, скажи «да». Поля, Ой, прохладно. Выезжай. Надо куртки одеть. Ладно. Давай. Так каждое утро мы поднимаемся в горку, как мини-кроссфит для нас. Мы у детей спрашиваем, как они хотят пойти на велосипеде, на самокатах, либо пешком, либо на машине. Но я всегда, чтобы мы шли своим ходом до садика. Этот километр сопровождения с детьми на воздухе, на солнышке.
Мне кажется, это очень полезно для них и для нас. Особенно мне день запомнился, когда Денис слег с температурой, и мне пришлось детей отводить самой. Обычно мы всегда вдвоем отводим. И тогда выпал первый снег, был первый день ног после тренировки. И я всех, получается, двоих, Петя тогда еще сидел на коляске, да, по-моему? Это было 2 года назад, да, или 1,5. В общем, я тащила 2 коляски вот так в горку. И еще Оливия тут висела у меня в Иргородске. И у меня ноги тряслись после тренировок. Снег был такой, ну, высокий, и мне было очень тяжело. Я этот день вообще запомнила на всю жизнь. В целом, мне кажется, независимо от места проживания, одной воспитывать 3 детей сложно. Не сказать, что легко. Вот. Но приходится, что поделаешь. Живешь себе. Дальше не будешь же ты опускать руки и говорить, сидеть и страдать, что все сложно, все плохо. Вот. Подстраиваешься, так сказать, под ситуацию. Сколько я трачу в месяц на семью? Ну, вообще в целом, да? Аренда квартиры с коммунальными выходит примерно где-то $1200. Буду говорить в долларах, чтобы было понятнее, да, и всем. Вот. Школа частная старших детей на 2 оплачиваю примерно округленно $1000. Детский сад $300. Это сколько уже? $2500 уходит чисто вот на обучение, образование и на аренду квартиры. Вот. А так с питанием, с развлечениями, с одеждой, с ресторанами, наверное, выходит около, ну, как минимум $4000 в месяц. Вот Евгений, мой муж. Женя. Да, Мой всем привет. муж. Поддержка и опора. Мы, получается, до этого, до переезда в Алматы, занимались якутским производством из архитектурного бетона. У нас была семейная бетонная мастерская Stone City. Вот, да. Здесь можно увидеть, да, как вот эти все наши горшки, которые здесь стоят, это все пример вот этого бетона. Тоже как один из примеров, вот, бетонные часы. То есть, в принципе, можно посмотреть фактуру. Они у нас сейчас не работают, батарейка села. И сзади у нас вот такие учтены крепления к стене. То есть, как бы, и так все висит. А вообще мы начинали там в 2019 году, получается, создали ООО. Еще ИП у нас тоже было, и мы начинали прямо с таких из бетона настенные плитки, имитация кирпича. Вот. И там, значит, знаете, там средний чек был 15 тысяч рублей, там, такой маленький-маленький. А потом мы в интернете увидели, как американцы делают из этого же бетона столешницы и уличные кухни. Вот. И мы такие решили попробовать, а давайте для своей там кухни сделаем такую столешницу. Попробовали, и у нас получилось. И так мы для себя открыли мир архитектурного бетона. Вот. И мы, получается, начали с раковин. Раковин для частных домов, для корпоративных, для ресторанов, для гостиниц. И потом мы вышли на подряды. На подряды уже на эти мафы, малые архитектурные формы, то есть скамейки и урны. Соответственно, средний чек у нас вырос, да, на раковинах уже до 40 тысяч рублей. А последние уже подряды там у нас были почти что по 1 200 000, да, то есть это где-то 6 миллионов тенге. Такой один заказ на скамейки для общественных пространств Якутии. И я когда вот, формировала как бы стратегию нашего небольшого производства, вот, назвала их как многопрофильный центр компетенций по архитектурному бетону в Республике Саха-Якутия. То есть наша мастерская могла делать все от маленьких горшков, раковин, там, столешниц, декоративных элементов до прям больших скамеек. Вот так вот мы росли, и ну вот как бы сентябрьские события произошли, и мы приняли решение уже закрываться.
приняли решение закрываться и переехать сюда, в Алматы. При этом я хотела бы сказать, что я лично горжусь тем, как мы закрыли этот вот ООО, ИП, все прям вот прозрачно, в добровольном порядке, добровольная ликвидация. Она заняла прям 7-8 месяцев, но я прям это все закрыла, никаких задолженностей, всю дебиторку собрала, в общем, прям горжусь. И мы этим как бы закрыли наш этап в Якутии и начали этап в Алматы. А здесь, кстати, вот еще есть берестяная такая посуда, она по-якутски называется ырая, ну, как ведерко, да, получается. И тоже вот и разные вот цвета береста. Тут уже тоже вот конский волос переплетенный. И, например, здесь у меня хранится очень красивая солома. Что такое солома? Это такой тоже предмет, который в культуре, да, саха оберегает от злых духов. Угу. Вот это вот прям каноническая солома, потому что у нее веревка сделана из переплетенного конского волоса, черного и белого цветов. И вообще она очень красивая, потому что здесь есть еще элементы, да, вот как раз-таки. Вот тоже эгая, мини-копия эгая и вот такие вот фигурки из бересты. Вот когда у нас будет ЭСЭХ, здесь ГЭХ в Алмате, мы с семьей переедем. Расстелим свой стол и вот колышки расставим по периметру, и я вот повешу свою вот красивую солома там. А пока она хранится тоже по канонам в специальной, да, берестяной посуде. Ну вот мы когда переехали, получается, сразу, единственная мысль это была вот дальше продолжать этот бетон, и вот нашли партнера, но как бы не все быстро получается, прям как хочется, да, и поэтому у меня какие-то вот завышенные были ожидания, и вот когда вот через 2-3 месяца не совсем получалось, там не было продаж и так далее, да, вот после того, как вот с января, да, то есть к марту как бы не получалось, и у меня в апреле прям было очень такое супер подавленное настроение, типа, что делать, зачем мы переехали, как вообще быть, и вообще, оглядываясь назад, конечно, я понимаю, что это была такая проживание потери, да, вот своего любимого дела, своей мастерской якутской. Вот, что потом лично, это вот мой личный опыт, конечно. Потом, что мне помогло, это то, что я себе говорю, что вот я же выбрала стать предпринимателем. Предприниматель это, мне нравится быть предпринимателем, и я хочу стать успешным предпринимателем. Соответственно, я выбираю этот путь и выбираю все риски, да, все печали и также все радости там, от успеха, от радости, счастья, ощущения счастья, все я это принимаю. Женя, что расскажешь про свой цех? Для своих нужд мы, собственно, выбрали автомойку. Она отлично для нас подходит. У нас большое потребление воды, надо постоянно мыть наши изделия. И как раз-таки вот цель автомойки прям с нашими совпадает на все 100%. Можно пройти в цех и посмотреть. Так, у нас сегодня выключили свет, поэтому сидим в полной темноте. Но в целом нам это не помешает рассказать о нашей деятельности. То есть вот разработаны были нами вот такие формы, в которых мы заливаем нашу смесь. И далее из них мы получаем такие болванки для дальнейшей обработки. То есть это сырое изделие, оно будет отшлифовываться, доводиться до ума и, собственно, уже потом ставится у заказчика. Очень классно вписывается в экстерьер, да, то есть когда есть у заказчика свой дворик, да, там выложенный брусчаткой, и становится вот этот вот комплект барбекю, казан и разделочный стол, это выглядит просто прям супер классно, на европейском уровне, я бы сказала. Вот, и если в Якутске у нас большая доля, да, почти 90% изделий это была индивидуальные раковины, да, то есть это полностью ты берешь на себя там от дизайн-проекта, индивидуальная форма идет, заливка, да, то есть цикл там для раковин был, месяц-полтора, а для уличных скамеек так, он вообще мог доходить до года. То есть мы там отслеживали, да, вот проект общественного пространства, кто архитектор, тогда даешь все референсы, точнее архитекторы дают нам референсы, и мы от них делаем более реальные какие-то, сами проектировали скамейки.
и потом там отслеживать, потом этот подряд идет там на поиск подряда, точнее подрядчика, да, с одной строительной компании. И потом мы выходили уже на них и говорили, вот мы готовы делать скиммейт. А мечта, в принципе, любого или большинства производственников — это делать какие-то типовые вещи. В данном случае я вижу, что вот модульные, да, вот уличные кухни, они такие типовые, потому что уже не есть вот этот вот набор форм, который, в принципе, уже не меняется. Здесь чек гораздо выше уже, чем у нас раковины были, да, в Якутске. Ну и, конечно, вход в рынок тяжелее. Почему? Потому что здесь очень важно, кто ты, да, какой у тебя опыт, какое у тебя там портфолио, кого ты знаешь, да, и когда ты такой приехал и никого вообще не знаешь, конечно, это сложно зайти на рынок. Часто были случаи, когда люди просто смотрят на нас, на наш Инстаграм, но не доверяют. И такие, мы потом, попозже. Ну, как пример наших первых изделий, вот тут мы оставили у себя, такая вот барбекюшница идет. То есть это полностью наш дизайн, наша технология. Здесь мы изнутри все зашиваем шамотом. Шамот мы тоже сами производим. Шамот — это такой теплоизоляционный слой, то есть там, где есть прямой огонь, чтобы он был, как, знаете, вот защитный, он медленно нагревается и потом медленно отдает вот это тепло. Жаростойкий слой, который предотвращает контакт огня с нашими изделиями. Также мы делаем каменные раковины под наши зоны барбекю. То есть, видно, все из камня. Ну и получается срок производства там примерно 2-3 недели, если там вот прям с нуля. Но благодаря тому, что это модульная система, да, друг на друга все это складывается как конструктор, сборка занимает день. То есть комплект, в принципе, за день он ставится. И мы это ставим как преимущество наше перед кирпичными, обычными, да, классическими уличными кухнями, там, зонами барбекю. Говорим, вот, модульные. Плюс, конечно, эстетика. Это наше, всегда было, да, со времен Стоун-Сити всегда был такой акцент на эстетику, на минимализм, чтобы он такой был красивый для взгляда. Ну и вот перед, получается, зимним периодом, да, у барбекю у меня вот появилась мысль, чтобы диверсифицироваться, уйти куда-то более в такие, знаете, услуги, быстрые. Но я не знала конкретно, что, у меня просто вот мысли плавали. И вот случайно в июле прошлого года разговорилась с Марикой. Мы поехали на Первомайские пруды просто отдыхать. И она говорит, у меня есть идея арт-студии. Она показала мне страничку, она ее долго уже вынашивала у себя. Хотела там где-то еще запустить, вот чуть-чуть уже разговаривала с кем-то о партнерстве, изучила рынок, и я прям загорелась. Я говорю, послушала, и через полчасика, слушай, а можно с тобой встретиться насчет партнерства? И мы буквально через несколько дней с ней встретились, начали общаться, идея пошла дальше, и 8 декабря мы уже открыли нашу студию Кюн. Добро пожаловать! Мы находимся в торговом центре «Форум». Это один из таких крупнейших форумов, торговых центров Алматы, на 4-м этаже. Вот. Вообще, что такое Кюн? Да? Кюн, изначально мы очень хорошо думали о концепции. То есть не просто там арт-студия, да, а именно вот что-то, что должно быть. И вообще само название тоже, да, мы перебирали разные слова, хотели, чтобы была, знаете, такая частичка и Якутии, и Казахстана. И слово «кюн» вышло у нас, и оттуда пошла вот это вот основные цвета, такой глубокий, насыщенный, сложный синий и желтый. И, значит, концепция — это цвет твоих эмоций. Можно видеть, да, у нас вон та надпись, неоновая надпись на английском «Кюн». Color your emotions, да, то есть цвет ваших эмоций. То есть у студии есть концепция, она про то, чтобы выплескивать, показывать цвет своих эмоций, воплощать их в виде картин и в виде фигурок.
это значит, это нечто больше, чем просто рисование, да, это вот показать свою креативность, и вытащить вот это вот все. Не обязательно это должно быть супер яркое, да, это может быть что-то такое темное, это может быть грусть. Любые эмоции, мы их принимаем и позволяем, получается, в нашем креативном пространстве их раскрыть. После переезда сюда я осознала очень, что для меня очень большой ценностью, в принципе, очень важным частью оказывается моя семья. Я здесь, переехав сюда, я поняла, насколько большая это опора для меня. Поэтому я прям чувствую благодарность своим родителям, своим родственникам, мужу, дочке и себе тоже за то, что вот построили и поддерживаем такие отношения, атмосферу, которая является вот опорой в этом меняющемся мире. Что если отвечать на вопрос, в чем моя миссия, я скажу, что я еще в стадии, в процессе формирования своей миссии, то, чем я могу быть полезна, да, этому миру. Вот. Что меня мотивирует? С детства меня всегда мотивировали люди. Это начиная с фигуры моего отца и заканчивая какими-то известными предпринимателями, российскими, мировыми. И, конечно, якутяночкой. Я вижу, как история последних 1,5 лет, насколько сильными себя показали женщины из Якутии, да, якутские женщины, которые не только собрались, да, в меняющемся мире, переехали, еще начали новое дело, так еще и развивают свою культуру, свою самобытность. И проект «Якутяночка», собственно, является одним из таких примеров. В этот проект меня позвала Марика. Я очень рада, что она меня пригласила и сразу согласилась. У меня немножко были опасения, но они в основном касались финансовой части, но я рада, что все получилось. И я для меня это было такой, больше любопытства, желание попробовать что-то новое, потому что я никогда раньше не участвовала в таких съемках. И для меня это такой классный новый опыт, за что я очень благодарна Марике. И сейчас мы все смотрим первые выпуски первого сезона, и желаю просто, чтобы проект вышел еще на другие страны, и еще больше интересных историй появилось в миссии и в концепции, созданной Марикой.